Без угрызения совести. Крысы в поселке Нагаево заполонили одну из свалок. Грызуны роют туннели и забираются в частные дома. Для улучшения работ по вывозу и утилизации отходов в декабре прошлого года муниципалитеты приступили к оцифровке контейнерных площадок. Теперь вывоз мусора отслеживается онлайн. Помимо физических лиц, утилизацию отходов должны обеспечивать и юридические. Многие предприниматели уже заключили договоры с региональными операторами. Подробнее в следующем материале. Вот это вот тропинки крысиные. И ходят они здесь, как у себя дома. Протоптанные дорожки, крысиный маршрут. Судя по отпечаткам на снегу, здесь пробежало немало грызунов. Расположившись на мусорке, крысы обустраивают свой подземный городок. Такое близкое соседство с людьми их нисколько не смущает. Здесь вот целый крысиный город, огромные тропы, норы. То есть вот они пошли дальше, через дорогу, и они пошли по домам. А вот людей такое соседство беспокоит, ведь пробегая мимо, новоселы не прочь заглянуть в гости и чувствуют себя как дома. Местные жители жалуются, что грызуны без загрузения совести охотятся на животных, воруют цыплят и кроликов. Люди опасаются, что крысы могут напасть и на детей. Обжившись на новой территории, уходить отсюда они не спешат, и даже санобработка их не пугает. По рассказам сотрудников коммунальных служб, крысы сыпятся прямо из мусорных баков. Грузишь с контейнеров, чуть на плечо не попадает, бывает. Есть жители, которые приезжают, просто кинули пакет мимо, в контейнер, разница, и вот оно все вот это разрастается. В нашествии грызунов коммунальщики и жители винят расположенную рядом свалку. По их словам, из-за нехватки контейнеров и большого количества жителей мусор вывозить попросту не успевают. Там огромнейший район, все оттуда едут, и вот здесь огромнейший район, и все сюда. Просто не справляется мусорка. Была же мусорная реформа, и, в принципе, должны же это уже сделать. Год назад в квитанциях об оплате услуг ЖКХ появилась новая строка. Сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов теперь занимаются региональные операторы. На минувшей неделе в правительстве Башкортостана обсудили проблемы в сфере обращения с коммунальными отходами. Во всех районах республики разрабатываются четкие схемы с подробной информацией о пунктах сбора мусора, объемах, вывозе и переработке. Необходимо учитывать объем отходов, который образуется ежемесячно, сформировать графики вывоза и вести журнал учета отходов. Утилизацию твердых коммунальных отходов обязаны обеспечивать не только физические, но и юридические лица. Для этого необходимо заключить договор с региональным оператором. Стоимость услуг для предпринимателей варьируется. Она зависит от рода их деятельности, площади помещения, количества работников и других критериев. Нововведения уже коснулись предпринимателей из других районов. Договоры с региональными операторами на этой неделе подписали предприниматели из Мелеуза. Государство ставит такую цель, как тотальный контроль, дабы избежать негативного воздействия на окружающую среду, уменьшить воздействие, естественно, на нас, на людей, за счет того, что идет учет и соответствующая плата и регулирование движения отходов. Сегодня в республике идет работа по запуску автоматизированной системы мониторинга сбора и вывоза отходов. В декабре муниципалитеты приступили к так называемой оцифровке контейнерных площадок. Их вносят в специальную открытую электронную базу с геолокацией. В ней уже зарегистрировано более 10 тысяч точек, а с февраля в тестовом режиме начнут фиксировать факты вывоза отходов на фото. В настоящее время нами завезено уже 75% в зоне нашей ответственности геоданных по местам накопления твердых коммунальных отходов. В ближайшее время примерно 15 февраля мы выходим на режим онлайн-мониторинга общественных мест накопления, то есть это то, что касается многоквартирных домов. И до конца февраля мы выходим в режим онлайн-мониторинга системы накопления. При оплате жилищно-коммунальных услуг по утилизации мусора для малоимущих предусмотрена господдержка. На получение компенсации могут претендовать те граждане, чьи ежемесячные расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от общего семейного дохода. Обратиться за назначением такой поддержки можно в органы социальной защиты. Полина Максимова, Станислав Птица. Новости. Уфа. Мелеуз.